масочного режима в Якутии. Ситуация по COVID-19. Сколько новых заболевших? Ледоход на Лени. Сколько километров до Ленска? Уровни воды. 9-й день после Пасхи в Русской Православной Церкви встречают Радоницу и поминают усопших. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 7 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Якутии за сутки. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга. Из них 6 в Якутске, 1 случай в Хангаласском районе, который подтвердился у одного из работников районной больницы. Глава региона уточнил, что в столице все новые выявленные случаи у лиц, контактировавших с ранее заболевшими. Эпидситуация у нас остается стабильно напряженной. За сутки у нас 7 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 это город Якутск и 1 случай в Хангаласском улусе. В Хангаласском улусе коронавирусная инфекция, она сегодня подтверждается, к сожалению, у одного медработника Хангаласской районной больницы. В рамках тех анализов, которые были проведены в эти выходные. По городу Якутску все 6 новых случаев – это ранее выявленные контакты, ранее заболевших. В целом по республике у нас сегодня 3 крайне тяжелых больных, за жизнь которых наши медики ведут ежеминутную борьбу. По Чиендинскому месторождению проведено тотальное тестирование всех 10,5 тысяч работников. К сожалению, мы пока еще результатов не получили. Вместе с тем, те отрывочные данные, которые нам поступают из структур «Газпрома», они говорят о том, что количество больных там очень значительное. И сегодня, опять же, по нашему уже требованию, «Газпром» должен принимать новые решения в части разворачивания лечебных сил именно на самом Чиендинском месторождении, на вывозе оттуда людей. Правительство России выделит для региональных больниц и Минобороны лекарства и медоборудование на 100 миллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что ситуация с оснащенностью больницы от региона к региону различается, но в каждом субъекте России все без исключения медицинские учреждения должны быть обеспечены необходимым для лечения пациентов. Мишустин добавил, что власти России продолжают разворачивать мобильные госпитали в регионах силами МЧС, готовы к развертыванию и мобильные госпитали в Якутии. Мы продолжаем разворачивать мобильные госпитали в регионах силами МЧС. Один из них уже более 2 недель работает, в частности, в Мурманской области. Также готовы к развертыванию мобильный госпиталь в Якутии. Мы и дальше будем отслеживать ситуацию в регионах и, если потребуется, оперативно подключаться к решению проблем. С сегодняшнего дня в Якутске, Жатае, Нижнем Бестяхе, Тиксе, Мирнинском, Алданском и Нерюнгринском районах вводится масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Ну а сейчас о ситуации в Алдане готов рассказать Руслан Павлов. В Алдании сегодня все спокойно. За последние сутки нет положительных подтвержденных результатов заражения ковид. Подробнее главный санитарный врач по Алданскому району Алексей Селютин. Действительно, 3-й день у нас спокойно. Новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией нет. На сегодня планируется выписка 10 человек из обсерваторов, которые прошли самоизоляцию в течение 14 дней и получили 2-кратное подтверждение отрицательных лабораторных исследований. Алексей Викторович, можно сказать, уже сегодня, 3 дня мы спокойно живем, без нервов, что мы вышли на плато? Можно с уверенностью сказать, что мы действительно его прошли, и на сегодняшний день необходимо продолжить режим изоляции, чтобы не вернуться на ту точку, с которой мы начали работу. Вчера в Инстаграм вы сказали, что возможно 8 мая будут сняты карантинные меры. 8 мая – это 2 инкубационных периода с момента первого заражения. То есть этот период мы просчитали, и на сегодняшний день есть уверенность, что 8 мая у нас будут только выписки, и обсерваторы у нас уже будут пусты. То есть, если новые случаи не появятся, вполне можно предположить, что 8 мая будет снят карантин?
можно будет ставить вопрос о снятии карантина. Ну, вот такая ситуация у нас в Алдане. Мы следим за развитием событий. Жители республики, контактировавшие с пациентами с коронавирусной инфекцией, помечаются на онлайн-карте распространения COVID-19 желтым цветом. На портале также можно ознакомиться с количеством больных коронавирусной инфекцией, они помечены красным. Те, кто находится на самоизоляции после возвращения в республику, помечаются синим цветом. Ледоход на Лени находится в 200 километров до Ленска. Нижняя кромка в районе поселка Витим. Уровень воды составляет 535 сантиметров, это плюс 152 сантиметра за 4 часа, при критическом 950. Верхняя кромка ледохода в 21 километре ниже населенного пункта Визирный Киренского района Иркутской области, это 100 километров выше поселка Витим. Было доложено по готовности Ленского района к пропуску весеннего половодья. Были рассмотрены все планы, уточнены. Также оперативной группой на сегодняшний день проведен мониторинг ледовой обстановки в пределах города Ленска. На завтра группа планирует вылететь в Витим-Передуй. На территории Ленского района введен режим повышенной готовности. В общем, мероприятия, которые спланированы и проводятся в период паводка ледохода, они уже начаты. По предложению главы Якутии Владимир Путин поручил пересмотреть методику распределения средств на тушение лесных пожаров. Выступая на совещании о ситуации с паводками и пожарами, проведенном Путиным в режиме видеоконференции, Айсен Николаев обратил внимание на диспропорцию в финансировании многолесных и особо горимых регионов на тушение лесных пожаров. Также глава государства поддержал еще одно предложение Айсена Николаева о необходимости финансирования из федерального бюджета питания лиц, привлекаемых на тушение лесных пожаров. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин доложил, что пробел, озвученный главой Якутии, в данное время устраняется. «Сделайте это оперативно», указал Владимир Путин. В Русской Православной Церкви встречают Радоницу, день, когда мертвых можно поздравить с воскресением Христовым. На Радоницу, 9-й день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели. Для поминовения во время литургии из правсор хлебцев вынимают частицы и опускают их в чашу с вином. Эти частицы – символическая жертва Богу за живущих и умерших. Вино становится во время богослужения кровью Христовой. И таким образом вместе с частицами омываются кровью Иисуса грехи людей, которых поминают за литургией. Для домашней молитвы на сайте Русской Православной Церкви опубликовали последование панихиды пасхальным чином в день Радоницы для домашнего совершения. Поскольку, в принципе, ограниченное массовое скопление людей, то вряд ли будут проводиться какие-то крупные мероприятия. Практически все храмы имеют странички в социальных сетях. И священники многие имеют странички в социальных сетях. И там многие просто просят желающих направлять свои имена своих близких, чтобы за них помолились. И вот в храмах-то молитва продолжает идти. Да, ну, значит, без вашего присутствия тоже помолятся. В апреле 2020 года цены на вторичную жилую недвижимость в российских городах начали падать впервые с 2017 года. Об этом заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По словам эксперта, стоимость вторички пока снижается на 0,1-2% пункта каждую неделю. Эксперт пояснил, что владельцы квартир соглашаются на сделки из-за снизившегося спроса на жилье. Средний размер дисконта 4-5%, однако в некоторых случаях он может достигать и 25-30%. В этом году вторичная недвижимость еще подешевеет, полагает Хусаинов. Ранее в апреле вторичному рынку жилья в России предрекли впадение в кому. По мнению аналитиков, запуск ипотеки на строящееся жилье под 6,5% приведет к резкому оттоку спроса в новостройки. Число сделок со вторичкой на этом фоне сократится до минимума. Главы российских регионов в ходе совещания Ассоциации инновационных регионов России поздравили якутян с Днем Республики. Глава республики Айсен Николаев также принял участие в совещании и принял поздравления. Жители республики поздравил президент Татарстана. Также к поздравлениям присоединились губернатор Алтайского края, губернатор Томской области, Новгородской и другие руководители регионов. Я абсолютно считаю нас соседями, потому что 1 года Москву в январе. Находчивые работники культуры и
и организаторы переместились в виртуальное пространство и теперь не дают скучать населению на самоизоляции, проводя в режиме онлайн всевозможные челленджи, флешмобы, конкурсы и мастер-классы. Наш корреспондент Виолетта Засимова подготовила обзор на самые интересные онлайн-проекты Хангаласского улуса. Если ты любишь ТикТок, книги или лайки, то погнали! Это юный житель села Кердем Арылхан Лебедев призывает принять участие в онлайн-флешмобе, организуемом его мамой Нюргуяной Лебедевой, библиотекарем второй Жемконской модельной библиотеки. Онлайн-флешмоб «ТикТок» и «Лайк» с любимой книгой рассчитан на дошкольников и школьников, носит развлекательный характер и напоминает о необходимости чтения книг. Участники должны отснять короткий видеоролик при помощи популярных приложений «ТикТок» или «Лайк», при этом держа в руках свою любимую книгу. Почему флешмоб, а не конкурс? Для того, чтобы у маленьких читателей не возникло чувство соперничества по сбору лайков. Творческие онлайн-мастер-классы проводят Олег и Варвара Соловьевы из села Титары. Варвара трудится в местном доме культуры. После перехода на удаленную работу она решила снимать на видео свои мастер-классы, методические рекомендации и размещать их в социальных сетях. Супругу поддержал Олег, записав мастер-класс по росписи на ткани. После публикации первого видео мастер-класса население проявило интерес, пошли встречные вопросы и работа закипела. На данное время записано и проведено 8 виртуальных занятий по различным темам. Например, мастер-класс по изготовлению украшений из цветного металла, росписи по ткани, по различным техникам вышивания и так далее. В этом месяце должен был состояться 8-й по счету фестиваль подледной рыбалки «Лена Фест» в память о заядлом рыбаке из города Покровска Евгении Гребневе. Но коронавирус внес свои коррективы, и организаторы решили нынче переформатировать фестиваль в конкурс на лучшее фото с подледной рыбалки. Уже подведены итоги, победитель получил 10 тысяч рублей. Женский клуб города Покровска на своей странице в Инстаграм еженедельно проводит различные онлайн-конкурсы с розыгрышем призов. Уже состоялись конкурсы, посвященные Дню Победы и Пасхе. Прямо сейчас идет фотоконкурс ко Дню Республики Хангалас-Керекота. Участники должны предоставить фото, где они запечатлены в национальных одеждах в домашних условиях. Если раньше участие в конкурсе необходимым было присутствие человека, то сейчас нам кажется, что есть преимущество в том, что это доступность, с любого населенного пункта можно принять в наших конкурсах и розыгрышах участие, сэкономив время и деньги. К слову, Инстаграм является самой популярной платформой для проведения онлайн-мероприятий среди учреждений культуры Улуса. Да и сами жители активно пользуются этой социальной сетью. Так что культура Хангаласского улуса работает удаленно, в онлайн-режиме, сидим дома, не скучаем. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.